4 месяца прошло с того дня, когда глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров утвердил единую концепцию духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. За это время Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями, администрацией главы и правительства Чеченской Республики совместно с министерствами и ведомствами отработан механизм совместной реализации целых направлений воспитательной работы. Первым и успешным проектом оказалась совместная работа администраций муниципальных районов, министерств и ведомств по формированию негативного отношения к идеологии экстремизма, благодаря чему в повседневную профилактическую работу были привнесены такие важные инструменты, как просветительская работа в социальных сетях и использование кинолекторий. По решению Совета по реализации единой концепции вторым проектом был объявлен месячник по активизации работы по профилактике употребления психоактивных веществ и популяризации здорового образа жизни. Данное решение было не случайным, ведь по данным статистики в Чеченской Республике зарегистрировано 2500 наркоманов и 5500 человек, употребляющих психоактивные вещества и алкоголь, а также свыше 2000 стоящих на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД. Это число людей, которых выявила статистика, а чтобы представить цифру о реальной катастрофе, как говорят специалисты, нужно эти цифры умножить на 5. За период реализации данного проекта в республике проходили спортивно-массовые мероприятия, турниры и спартакиады, семинары и кинолектории. На страницах районных, республиканских и интернет-изданий появились публикации, посвященные проблеме наркомании и алкоголизма. Однако акцент, как и предполагает единая концепция, был сделан на формировании группы специалистов, способных проводить воспитательную работу с использованием современных технологий работы с молодежью. Как показывает мировая практика, самым эффективным и привлекательным методом воспитательной работы с точки зрения самой молодежи являются тренинги. ويشاهد شلوك يعقب قضية ليش لبع يبالغ عامة بنا نمستعري أونشكا كبير خواسته ويبالغ إيش بيشكلشه إزماله إنترسنا فرماته إز دستوبني هنزل أستمر هنزل ملاديوج نتصور عاقي أنا بيكسر أن بالغ إزماله كوار بيشة ونزلوا وسنديره وي وسمنت عهنزل زاد التيمة شو نبجاش مسش يخوشوا. Такой выбор молодежи объясняется интерактивностью данного метода, а также тем, что подача информации происходит в непринужденном игровом формате. В целях обучения специалистов на местах Департаментом по связям с религиозными и общественными организациями, администрацией главы и правительства Чеченской Республики совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Чеченской Республике, Центром молодежных и детских общественных объединений «Перспектива» и Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД были внедрены формы обучающих тренингов. И в связи с этим был реализован проект «Знай, чтобы жить». В рамках данного проекта проходили тренинги как для узкого круга специалистов в Грозном, так и для сельских имамов, педагогов по воспитательной работе и волонтеров в районах республики. Конечной целью данного проекта является формирование группы из 112 специалистов, тренеров по профилактике наркомании для работы в городах и селах республики, которые научат столько же специалистов. Если более подробно рассмотреть процесс обучающего тренинга, то он состоит из свода правил, то есть знакомства в группе, принятие правил работы, оценка уровня информированности и о проблеме наркомании и алкоголизма и так далее. Упражнения игры в ходе тренинга должны носить дискуссионный подтекст, не навязывать подросткам однозначных выводов и решений, позволять в ходе групповой работы свободно выражать свои мнения. Цель тренинга – обозначить проблемы, связанные с наркоманией и предупреждение первого употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Информационные блоки тренинга подразумевают 3 аспекта, такие как правовые аспекты наркомании, медицинские аспекты, духовные. Тренинг завершается обратной связью для изучения эффективности работы тренеров. قميل درو درجي هم قاش تدو أزبالون جيت جويش إزبيرن إز إسمع واقش تون إكوت دي تدويش ويتون تيش ميقدرن ويك أور تون تيش مسمع باقن إز وين تقدر زينة إزبيري ويل إز أور مو يحجن تودويش تلهم دوستين تون دادل ديشتك دادل لا إزبيرن صورت دلقيون دلق دل دلوش شا إزبالون إحتون ملج أو ويل تيرن تو وقيتن بوتن إتستح
изму агор кета اتسو ازبلان اعقا حوكش ازبيرستي بوخ بيشا يقح يجنيه تدار مراح. Завершение обучающих тренингов для участников образовательного проекта «Знай, чтобы жить» Департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с Центром молодежных и детских общественных объединений «Перспектива» проведет конкурс на выявление лучшего специалиста в области профилактики наркомании в молодежной среде для участников обучающих тренингов. Информацию о конкурсе вы можете узнать на сайте департамента deprel.ru.